Друзья, это проект «Испытано на себе» на канале Якутия-24. И сегодня мы находимся в городе Томот. А речь у нас пойдет о кузнечном деле. Рядом со мной находится кузнец Леонид Солкин. Приветствую, Руслан. Приветствую. Здравствуйте. Леонид является кузнецом, и сегодня мы вместе с ним попробуем сделать какое-нибудь изделие из металла. Ну и сейчас я думаю, что Леонид сам о себе расскажет. Давайте познакомимся со зрителями. Здравствуйте. Не так давно, лет 6, наверное, мне стало интересно это искусство. И я решил попробовать все это. Сначала было очень сильно так кустарно, летнее занятие. И постепенно это перешло уже в хобби, а потом уже, наверное, в ремесло. И мне стал интерес, образ. Я вообще язычник, так скажем. Неправильно, конечно, это будет. Но древней славянской культуры. И мой бог кузнец как раз. И я решил попробовать вот это дело. Ну и, так скажем, прижилось, прирослось. Сейчас даже иногда ходят ребятишки. И мы занимаемся. Я хочу все это дело развивать. А так вообще я работал на тяжелой технике. Отработал лет 12, наверное, получается. Получается, бросил это все дело, ушел на котельную, чтобы работать по сменам и заниматься ремеслом. Вот так это все вышло, так получилось. Очень рад, что вы у меня здесь. Мне тоже очень приятно. Мы тоже очень рады. Леонид, скажите, вот основные изделия, которые вы изготавливаете? Ой, это очень широкий ряд. Получается, кузнечное ремесло включает в себя как работу с металлом, также и с кожей. Ну, это те же ножны делать или что-то я же шью, я все делаю. Дерево, то же самое, те же самые или ножны, или любое, оно смешивается, все. Вот. И я занимаюсь и фигурной резкой, и делаю маленькие там кулончики, бусинки, гребни делал для волос женские, прям именные. Занимаюсь сувениром, сережками, таким планом. И иногда делаю ножи, ремонт ножей. Это все в сувенирном, конечно, качестве, так скажем. Как вы понимаете, друзья, нам очень повезло, что мы сегодня находимся в гостях у Леонида, потому что у него очень широкий спектр, да, то есть изделий, которые он изготавливает. Вот. Ну, а что мы будем делать сегодня? Мы сделаем малый якутский нож. Это будет, малый. Длина не будет превышать 9 сантиметров. Он будет в законе, он не будет считаться холодным оружием. И это будет большой и колоссальный опыт для вас, я думаю. Я думаю, да. Так, ну что, давайте начнем. С чего начинаем? Мы берем заготовку, вот такую, я подготовился, так как у нас ограниченное время эфира. Я вырезал, сейчас мы ее будем греть. То есть мы сейчас ее уже расположили на угли? Да, все, включаем поддув. Так. Заготовочку подхватываете. Так. Еще греть надо или нормально уже? Давайте носик как раз вот и отобьем. Так, носик. Так, ваше. Ага. Я перехвачусь, давайте. Давайте. Это лучше будет. Вот так. Так. Да. Так, Держите. задача какая у меня? Задача сделать вот этот угол прям вот такой, Плавный. как лезвие ножа, да. Можно туда чуть-чуть, сюда чуть-чуть. Это может быть легкий молоток. Возьмите вот этот. О! Чуть-чуть сюда ближе беритесь. Это будет удар четче. Вот так. Все, металл черный стал. Остыл, надо его обратно, да. И засовывайте поглубже туда, да, так. получается. Прям чтобы весь скрылся. А я сейчас немножко здесь Так, сейчас. Ага. Смотрите, он может отгореть. Ага. Так, а где он?
А он где-то там, ищите. Потеряли заготовку. А вот нашел. Ого, уже быстро раскаляется. Да. Ну, потому что тоненький. Сейчас мы его делаем просто плоским. Вот так кладу тогда. Да. Вот так вот. Ну, давайте я сам маленько. Так, давайте. Я вам покажу, какой будет процесс. Надо будет делать вот так. Вот этот край Сплющиваем. утоньшать сюда, да. Хорошо. В целом правильно, да? Да, все хорошо. Все надо греть, она опять же. Ее даже можно из щипцов не... Не вытаскивать. Да, и вот так прям ложить, вот так вот. А, щипцы не раскалятся? Давайте. Они шибко так и не раскалятся, как надо. Чтобы не терять время на поиски, да? А в целом, я так понимаю, что дети приходят к вам, и они вот тоже могут, так же, как я сейчас... Прям вот так вот. Первый урок у меня был летний. Мы делали... 3 группы было. 3 по 2. Когда их здесь трое, четверо, невозможно уследить. Но они начинают баловаться, двое. Еще я могу держать контакт с ними, да. Никакого баловства. Они сами, пробуют, чувствуют, что это горячее, что это, тут нельзя просто кого-то взять и пшикнуть, там, прожечь как-то. Вот. И мы с ними делали первый урок подковы. Второй урок плели из горячей проволоки косичку. Сделали ручку для, куда-нибудь двери, для калитки, для чего-нибудь такого. Третий урок мы делали ложки. Вот такие маленькие. Тоже там расплющивали, делали чашечку, вот такую ручку. И в конце там у кого сердечко, у кого там розочка, ромашка, как бы так. Это было вот такусенькая еще миниатюра. А старшие сейчас ходят, мы делаем брелки, ножи. Я был на ИСАХе в 22-м году на Валдане. У меня был стол, и показалось, что эти ножички пользуются спросом. Цена, вид. Сам себе не возьмешь, а если тебе подарят, вроде как интересный подарок, у тебя нож, да? Да. Пусть он вот такой, но все равно это нож. Он целый, рабочий, все как надо, как бы. Отлично. Отгорел маленько. Дайте я маленько поправлю. А, то есть он Тонкая нож. обгорает и становится, чуть деформируется, да? Да. Нет. Он может вот так вот взять и отгореть, прям отвалиться. Это мы болтаем много, называется. Да. У нас немного, нетипичный формат. рабочий процесс. Так, сейчас вы еще маленько поэтываете, Подвыведем. подрасплющите его, а потом мы будем делать дол. Вот эту чашечку. Нагревается, держите. Так, держу. Все, вытаскиваю? Да, конечно. Надо делать все быстро, да? Это будет быстрее просто. Ого! Прям под горло берите сюда. И вот этой части, да? Да, это будет быстрее. Все. Так, обратно кладу. Обратно, да. Сейчас мы будем носиком кувалды делать... Дол. Да, дол, именно вот эту чашечку. Как они мерятся, левый и правый, знаете нож? Нет. Вот этот дол делается с, нож берешь в левую руку и, вот так точишь его, получается. Дол должен быть, здесь, линза сверху. А дол к вам как бы ближе, да? Да. Линза сверху. Если я беру нож в правую руку, то лицевая часть ко мне, дол от меня. Когда режешь мясо, чтобы он от губ вот отходил. Ешь когда. Такой принцип. Так.
И он же еще как стамеска работает, там очень много с ним. Так, а сейчас вы его ставите вот так, и уголочком пробиваете вот это место. Так, хорошо. Можно посильнее. Прямо не стесняться. Боюсь промахнуться. Ничего Так, а страшного. то, что он становится кривой, ничего, да? Это все поправится, да. Нет. Попадаю, нет? Да, конечно. Так, давайте я нагрею еще. Ага. Очень... Я думаю, еще время, наверное, проходит, пока привыкнешь к инструменту, да? Да. Так, Так. держите. Ага, каким выправляем? Любым? Сейчас вот так вот на плоскость сложите, да. И его, Правим. да. Но сильно не бейте, Ой, так ой, ага. по краям его оббивайте, чтобы он стал плоский. Смотрите. Сейчас вот носиком вот туда надо вовнутрь. Не, носиком вот этим. Вот сюда? Да, а вот это приподнять маленько. Так, стоять. Угу. Вот так вот, видишь? Ага. Подровнять надо. Вот так вот, неровная, да, маленько. Угу. Тогда Сюда, вот сюда вот бьем. сюда бьем. Аккуратнее, подожди. Ровно. Так, вроде да. Вот чтобы Так, ровно. увидеть лучше, вот так вот руку. Не-не-не, стой. Вот так руку ставишь, вот так вот смотришь, видишь? Угу. Ровно. Ровно. Все, сейчас мы его греем. Вот сейчас вот это, кстати, тот самый свет нужен, когда, ну, цвет, Самый яркий. да, чтобы цвет увидеть, но не самый яркий. Металл можно перекалить, и он станет хрупкий. Можно будет вот чик в зубах сломать, как говорится, вот такого даже плана. Но он будет очень сильно резать. А, это вот как... Закалка она называется. Закалка, да. Это твердость, вот по Роквеллу, по-моему, вот это все вот Да, эти да, параметры. да. То есть очень режущий металл, трудно затачивающийся, да, но хрупкий. Хрупкий. Либо мягкий, Но он быстро садится. затачивается, но Да. легко точится. И все руками. кузнецы ищут именно вот эту вот Серединку. Один чуть-чуть, ну, как острее, ну, твердее. Да, Да. потверже. Кто-то мягче, чтобы, как говорится, я вот, ну, тушу разделываю, да, вот тут же отвернулся камнем, шик-шик просто на речке любым. И он опять у меня острый, и я дальше делаю свое дело, да. Ну, я вот слышал, да, многие охотники так и придерживаются. А что- кто-то любит, чтобы это было, да, вот именно у тебя там взял его, и весь сезон у тебя режет и режет и режет. Хоть что им там, вот они там копейки режут. Нож не должен резать копейку. Не должен Нож резать должен металл. резать мясо, Да. да. Ну, вы хоть как. Сейчас берем Ага, и вот в эту емкость. ага. Вот в эту? Да, Это масло, да? да. И вот так вводим. Сразу? Сразу полностью. Вот так вот води. Я чуть не ожидал, что огонь пойдет. Глубже. Глубже? Да. Ого. И сама затушится, да, или нет? Да. Масло вообще не горит. Ну, При обычной температуре. чистое масло. Ага. А отработка уже горит. Все. А, Сейчас это. Так. Есть такое понятие еще отпуск. Вот как добиваешься вот этого среднего. Все, давай сюда ложи. Ага. Средней твердости? Вот мы сейчас сделали, да, мы ее резко хоп, Да. и она у нас закалилась. Каждая секунда это был миллиметр в глубину. Вот то, что мы- Охлаждение. Да, вот то, что мы там водили, то есть, да, чтобы не было вот этой тепловой рубашки вокруг заготовки, мы водили. Ага. Вот, и оно равномерно и вглубь остывало. Теперь она, ну, примерно на 3 миллиметра закаленная вглубь. Нам же сейчас ее обрабатывать, и нам уже вывести надо, ну, какую-то более-менее закалку. Есть такое понятие отпуск. Это ложат на час, на температуру, там, не знаю, 200, 270, 300 градусов. И заготовка просто остывает при этой температуре, ну, сама. Медленнее. Да. И отпускается металл, он мягче. Получается, сейчас она у нас остывает. Мы немножко... Мы пойдем из нее уже делать цех.
Смотрите, что вышло. Видите, дол. Дол есть. Дол есть, нож сам пряменький. Прямой. Да. Ну, мы немножко не упустили здесь, но ничего страшного. Сейчас мы это все дело поправим там уже при столярке. Все, пойдем Ну, туда? сейчас, да, мы перейдем в цех. Испытано на себе. Вот наша заготовка. Перчатки мы не снимаем. Сейчас будем работать на вот такой технике. Это первый станок, который я вообще себе купил и ни разу не пожалел. И если у меня все будет развиваться дальше, я их умножу, не знаю, сделаю 2 или 3, потому что вещь, ну, очень нужная и очень... То есть это должно быть у любого кузнеца. Да, она облегчает очень сильно жизнь. Я первое то, что делал, я делал при помощи напильников и болгарок. О. От болгарки большие обороты все сгорает и, ну, теряет закалку свою, скажем так. И напильником, ну, ясно, что долго. Долго. Да, и вот когда появилась эта вещь, все стало, ну, очень легко. Так вот на оборотах это крутится. Попробуйте сами. Давайте. Не смотрите на то, что она двигается. Представляете это как площадку. Площадка. Да. А смотрите вот сюда, то, что съедается. Вот так будет. Нам надо выровнять, да, ее? Да, нам надо сделать ее более-менее ровную. Вот вода. Ну, будет греться, хоп, окунули. Ага, хорошо. Все, постой, давай, я сейчас сейчас. Ну, там чуть-чуть осталось. Вот сейчас надо вот это место дать. Там знаешь, как идет? Спуск. Вот так вот верхнюю убирают. Это, ну, щучий носик называется. А, Да. точно ножа. И это делается от начала дола. Я раньше все это делал вот так. Ага. Ну, где-то скрябался, где-то что-то царапался. Теперь я открыл вот для себя. Магнит. Да, это очень помогает. Почему-то не магнитит так, как должна. Вот видишь, все, у нас видно, где будет дол. Это мы сейчас все сточим, это все выровняется. Ну, вот уже видно, где дол. Да. И сейчас надо сделать вот это вот. Спуск должен примерно от середины идти ножа. Начинать. Да, это универсальная форма, она и под рыбу, и под мясо. Ну, какая разница? Вот мясо ты режешь, да? Да. Вот этой кромочкой получается, вот, правильно? А рыбу ты вот этим, ну, То спарываешь. есть она чем тоньше здесь, тем лучше для рыбы. Да, чем больше вот это место, тем лучше для мяса. Но это можно же сделать в один нос, правильно? Да. Длинный носик и пузатый. Да. Так. Вот эту кромку пробуй также сверху. Вот так вот, Да, да? да, 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 да. Так. А вот это должна быть ровная, да? Часть? Да, да, да. Ну, вот отсюда и вот отсюда ровно должна быть, Ага. а потом Понял. лети туда уже на этот. Испытано на себе. Мы вывели более-менее форму, теперь это делается вот так. Есть вот такая штучка у нас. Теперь мы задаем угол. 30 градусов или больше? Нет, меньше. Меньше? Меньше. Знаете как? Я очень хорошо изучил, ну, в свое время углы. Получается, что вот, ну, цель моего вот этого древнего славянского, да, если развиваешься где-то, то как сказать-то, как пленка, это поднимается вот так. Тебе надо вот то знать, вот то знать, вот то, вот то, вот то, вот то, вот то, вот то, вот то. И так как я занимаюсь этим, мне надо знать углы. Вот, сейчас, смотрите, что очень важно,
вот это всегда должна быть на плоскости. Ну, то бишь как, вот взяли и просто попробуйте так вот, вот поводить. И потом вот не давите, просто, ну, просто водите. Вот можно так отсюда. Вот видите? Понял. И прямо до конца Да. идем, да? А этим мы меняем угол. Вот. Ага. Она встает. Сейчас нормально, да? Пока нормально. Пока нормально. А охлаждать как? А охлаждать вообще у меня вот в этой ванне, ну, это как бы обычно вода. Но она это... То есть Надо надо как- тогда отцеплять, да? Ну, как бы вот, это мы обтачиваем. Вот такого плана. И постепенно мы съедаем и это, и То есть вот эта часть подходит к этой части. да. Мы делаем, ну, линза, она вот здесь получается. Она вот на плоскости вот на этой быть не должна. Это неудобно. Линза получается вот здесь. Когда им режешь, он же как и стамеска, и как сверло. Якуты делают нарты при помощи одного ножа. То бишь это все сверлится, пилится, режется, строгается вот помощью. Одним ножом. Да, это тысячелетнее, ну, собрание знаний и опыта получается. Вот. Такой получился у нас дом. Практически уже вырисовывается образ нашего клинка. Изделие, да? Да. Вот теперь мы переходим на сюда, на тиски, и у нас самая интересная Следующий часть. этап. Да, мы ставим его сюда, зажимаем и начинаем его шлифовать. Уже, наверное, можно краги снять, да? Да, наверное, можно на краги краге. снять. И вот таким вот планом сейчас хорошо есть силиконовая смазка, ну, то бишь та же ВДшка или что-то вот такое. И вот таким образом я обычно вот сюда присаживаюсь. Ага. Потому что это длительный процесс, да? Ой, этот процесс может занимать, я не знаю, 3-4 часа как минимум. Мне кажется, это можно поймать дзен, да? Когда И не только. Тут все успеваешь поймать за это время, да. можно обо всем подумать, привести мысли в порядок. А я обычно включаю музыку, песни. У меня все без мата содержащее. И так что дети здесь у меня, Все созидательное. да, все Так, нужно прославляющее еще землю. помазать? Или нормально это хватает? Оно Пока высохнет, пока я вам жидкое? так скажу. Да, оно высохнет. Так, Вот ну-ка, сейчас. что у нас получилось? Ага, Немножко, видите, затирается. Ну, как бы уже, потихоньку. да. Надо лучше вот так, да? Да, лучше так. Прям всю плоскость пройди. Нет, мягко вот этой этой вот частью? стороной, да. Прошло и получаса. Шикарно. Можно посмотреть хоть на себя. Так. Вот. И я немножко здесь задумал для вас сюрприз, так скажем. Получается, что все же кустарное, там видели, да, у меня пылесос вместо поддува и все такое. Это получается просто самоклеющиеся обои, пленка, что-то вот такого плана. Мы сейчас это сделаем вот так. Так, уже интересно, что это будет. Лишнее уберем.
Это чтобы не поцарапать заготовку, да? Нет, это будет намного интереснее. Так, сейчас. Зрители пока Интрига, интрига, да. Для чего же Так, нужны? вы, наверное, Приклеивать. Давайте уберу, да? Нет, вы, наверное, присаживайтесь, или как будет лучше. пригодится. Взрослый дядька, 2 выжигателя. Кстати, в детстве у меня был такой. То есть, Да. Смотрите, сейчас пока греется, я у вас видел логотип. Да. Сейчас мы попробуем его воспроизвести. Давайте я принесу, может быть, сейчас. Ну, у меня хорошая память, спасибо. Все, теперь все маленько проще. И выжигатель оставляет след на металле? Или потом Нет. еще будет дополнительно? Выжигатель, получается, снимает пленку, Ага. освобождает металл. Очень нравятся всякие разные поговорки. Я от одного взрослого дяденьки услышал: делай хорошо, а плохо само получится. Это точно. Так что Ну, я надеюсь, что мы делаем передачу хорошо. вот, я тоже на это надеюсь. Сейчас можно вас маленько сместить. Мне надо достать агрегат. О, сварка. Ну, так скажем, я ищу пути. Вообще, этот процесс называется электролиз. Это соленая вода при токах выжигает металл. Вот. И этот электролиз, ну, для четкости, он делается обычно 5 вольт, 2 ампера. Угу. Ну, то бишь на очень-очень Малых токах. токах и занимает, ну, порядка суток. Суток. Да. Ага. Но у нас площади маленькие, Угу. амперов Побольше? я не жалею, да. Я, короче, делаю 100 ампер, и на вот это уйдет 10 секунд. 10 секунд. Ну, то бишь надо сейчас только замассироваться. Иммунитет ко всему говорю, правда. Ну, там сколько? 80 вольт всего. Сварочно. Вот, все, видите, начал он кипеть. Это плюс, вот то, что вот здесь у меня, Угу. отдает на минус часть, ну, как металла. Угу. И при долгом процессе глубина может быть насквозь. А, можно прожечь. Да. Вот. Вот видите, она стала зеленеть. Угу. Все, значит, уже идет процесс. 4 у нас немножко не дотонула. Сейчас мы ее утопим. Ну, то бишь, сокращаю время, как могу. Вот, все. Так, по идее, должен где-то около суток, да, находиться? Ну, подольше. Не да. на малых токах. Эта надпись маленькая, как бы, ну, не знаю, ну, может быть, час. А если вот такое, как топор, там же площади, ну, как бы больше, там, да, там уже надо около суток, а то порой и пару бывает суток. Вот. Ух ты. Теперь кожица его Угу. по... Потрите также. Колбуру сварочную. Круто. Это вообще, да, вот в стиле самого ножа, да, он такой, как... Оттуда, да? Да, и Это надпись. надпись тоже такая же. Очень гармонично, мне кажется, получилось. Дальше беремся за рукоять. Рукоятка. Испытано на себе. Получается, что это текстолит. Тоже не люди носят, ну, целыми прям листами. Вот, видишь, сзади лист. Мгм.
я от них. Такого плана. Отрезаю и делаю, да, это миллиметровый советский текстолит, так скажем. Мгм. Вот. Все. Отверстие подготовили. Мгм. Или это снимем, как будем их делать тоже. Да, нормально. Потому что это работа с дремелем тоже. Мгм. Так. Мгм. Получается такой формат. Сейчас мы переходим к такому предфинальному, да, то есть у нас впереди еще изготовление ножен, но вот, как видите, здесь у нас уже заготовка рукоятки, которую сейчас будем мы доводить до ума. Мы поставили самую крупную наждачку, так как, ну, это сейчас грубая будет работа, так скажем. Отвес. Хорошо. Сейчас я вот эту до этой линии. Да? Можно даже давить маленько. Это дерево, оно естся хорошо. Вот, профиль примерно получается. Смотри. Супер. Похоже? Да, отлично. Хорошо, что хоть похоже. Здорово. Да. Видишь, уже даже форма какая-то вырисовывается, да? И это практично. Ну, то есть ножны висят на поясе, и так вот обычно, как бы не глядя туда, нож кладешь. Это, я думаю, очень должно помочь. Испытано на себе. Так, у нас первичная, да, шлифовка прошла. Чуть подрезали рукоятку. Мы Уже, дали да? форму, да, маленечко. И сейчас мы... Сейчас мы поставим на мелкую. И вы сейчас пробуйте сами. Так вот, ну, просто так же. водить, да, просто не давить. Видите, сразу проявляется как рисунок. Ага. Давайте я маленечко. Вот видите, ступеньками. Ступеньки все убираем. Ага. Я передерживал немного. Да, постоянно надо водить. Круто. С чем сравнить-то? Это не. Да. Кожа младенца. Можно так сказать. Испытано на себе. Иди, я тебе покажу. Вот сейчас вот по моменту касания тут будет так вот юбочка Появляться. да, вверх уходить. Вот. Ну, видишь? Это я в эту сторону точу. Самый тонкий край туда заваливается. Да, я потом в обратную сторону. И то бишь, как раньше видели, что Да. Это в барбершопах. да, Ну, это мы убираем вот эту самую тонкую кромочку, и теперь он у нас ну, чуть-чуть острее, чем острый. чуть-чуть острее. Да. О, тест на бумаге. Тест на бумаге это Супер, ничего себе. Так, тут у нас, видимо, работает. классно. Все, теперь уже непосредственно О, самим им ножом этим. 4 миллиметра кожи одним резом. Ничего себе.
Испытано на себе. Сейчас мы вкладываем его вот так сюда. Плотно это все обжимается. По-хорошему я его обычно заранее мочу и Кожу? Да, и на мокрую формую. А. И вот отсюда сюда ставить. Вот так. Вот. И затяжка. Так, вторую я сейчас посмотрю. Да, вот так вот. Здесь можно поставить будет удобнее. Так, ну что у нас там? Работает. Работает. Ну, это еще само собой прошьем сейчас. Как бы это тоже не настолько длинный процесс. Так, теперь мне надо их маленько заформировать. — 12 миллиметров кожи. Чего себе. 3 слоя. Да, 3 слоя. Да, есть такое, ага, маленечко. Куры ваши, да? Или Наши, соседи? конечно, наши. Так, я здесь уже наметил. Что режет как по маслу. Ничего себе. Так, а теперь ручку. Супер. Теперь то самое, о котором мы видели, но так ничего и не сказали. Я в целом вот этот инструмент первый раз вижу. Это называется кромкорез. Вообще здесь меняется насадка, чтобы убирать вот этот острый угол. Вот. Но еще это вот такое делает. Ух ты. Это мы делаем каемочку, наверное, правильно будет это обозвать, под нить. Сейчас мы по ней будем ровненько сверлить, так как кожа толстая. И пробойники. Я их детям отдал, у меня нет их сейчас. Но они просто не справятся с толщиной. Да. Так, у нас лицевая вот эта сторона. То бишь мы режем с нее. Ну. Вот это я дам просверлить вам. Давай. Как бы это все-таки мастер-класс. Почему-то делаю я сам. Так, горизонтально вниз, да? Вертикально вот Вертикально это вот, вниз, да, вот так вот. горизонтально вниз. Так. Влазит как мягкое. Ну. Так, еще, да, делаешь? Мы сейчас посмотрим. Нет, все, у нас вот нитка будет завязываться вот там. Здесь. Ага. Да, этот можно выключать. Есть еще вот такой вариант. У нас же где-то будет хлястик же. Все ровно. Еще и вот мы сделали 2 отверстия. Теперь у нас есть очень острый нож. Как бы вот. Вот такого плана. У нас должны сюда будет войти вот эти вязочки. Ну, мы их еще подработаем краешки. Все будет надо. Вот. Швы. Так, подержать, да? Или?
Ну да, чтобы было понаглядней. Ну, так как нитку прячу здесь, начинаю, ну, как бы отсюда. Отсюда. Мгм. Мы продеваем нить, Наполовину. да, выравниваем. И можно делать, допустим, вот через край. Видишь? Через одну? А, Через край. ага. Вот так. Мгм. А, отсюда и отсюда. Да. Получается, что у нас здесь будет получаться вот такой крестик. Мгм. Попробуешь сам, может быть? Так, давай. Сейчас их Да. да. Так, ты разводишь, я развожу. А, включи. Вот. Вот так. Так, так. Также через верх. Так, сейчас Это его, сюда. да, это отсюда. Следующую дырочку. Так. Все, легла. Это отсюда. Немножко поправить. Всё. Так, здесь уже финальная. Да, давайте Мгм. еще быстренько. Финальная. Оп. Это мы еще прошиваем также. А вот это мы делаем хитро вот так. То бишь у нас не будет узелка. Он будет, но он будет спрятан. И еще у нас, видишь, есть сток Для воды. под воду, да, чтобы Да. ж это все просматривается и проглядывается внутри. Так, а зажигалка есть рядышком? У меня, потому что она Есть закончилась. мини-паяльная лампа. Надо маленько их поджечь. Они загорятся. Еще? Надо, чтобы загорелись, да? Да. Так. Уже почти. Супер. Да. И вторая. Это мы выводим на во, коса. Если не разойдется. Да, и после пропитки воском это станет уже прям... Ах, какое. Друзья, ну я думаю, сегодня очень у нас продуктивный выпуск. Леониду огромное спасибо. Я очень рад. Очень много Всегда рад интересного. гостям. Да. И вот своими руками практически, да, с помощью Леонида был изготовлен вот такой вот шикарный нож, причем полный комплект, да, и нож, еще и с логотипом телеканала Якутия 24, с ножнами, с кожаными. Ну что, мы благодарим еще раз. Я напоминаю, что у нас этот сюжет был заснят в городе Томот. Здесь живут очень творческие, интересные люди. Один из них и представитель Леонид. Но вам удачи, успехов, Благодарю успехов вас. работы Благодарю, с детьми. Руслан. Да, чтобы вы несли вот такой вот очень много полезной информации детям, передавали. Вот кузнечное дело мало где можно сейчас вот так прямо. Восстановление народного творчества, Да. получается, это по факту. Это очень глубокая и серьезная тема, и меня очень радует, что это очень нравится детям. Дети сами просятся, сами звонят. Когда мы к вам можем прийти на сварку, правда, они это все дело называют, но... Да, Называют сварка, да? Да, сваркой. Когда мы к вам придем на сварку. Вот так вот. Вот, друзья, ну что, это был проект «Испытал на себе» на канале Якутия 24. До новых встреч. Всем Пока. добра.